столице проходит августовское совещание педагогов и управленцев в сфере образования. В мероприятии принимает участие заместитель министра просвещения России Павел Зинькович. Нынешнюю встречу педагогов он назвал особенно важной и связал ее с исполнением майского указа главы государства Владимира Путина о стратегических целях развития страны, в котором образованию посвящен целый блок поручений. Павел Зинькович отметил, что в настоящее время ведется активная работа над национальным проектом образования. В документе фактически будет прописана дорожная карта достижений тех целей, которые обозначены главой государства. До завершения работы над документом на федеральном уровне остались считанные дни. Далее предстоит взаимодействие в рамках нацпроекта с регионами. Сказать, что, говоря о взаимодействии с нашими коллегами в Республике Саха, с вами, мы с оптимизмом смотрим на то, что мы, так сказать, эти задачи решим и добьемся поставленных целей, потому что здесь, в Республике Саха-Якутия, работает очень профессиональная команда по управлению сферой образования. В республике, так сказать, большое значение уделяется образованию, несмотря на то, что вы очень богаты природными ресурсами. Видно, что самым главным своим бриллиантом вы считаете наших детей, наших людей. И даже сегодня, беседуя с Арсением Сергеевичем и с моими коллегами, видно, что образование остается в числе главных приоритетов. Это очень важно. По развитию образования и науки на совещании выступил А.С. Николаев. Руководитель региона отметил, что общество ждет от педагога высоких универсальных способностей, навыков работы с цифровыми образовательными компетенциями и умения мотивировать учащихся. И вот что сказал руководитель региона о дальнейшей модели развития образования в Якутии. Мы понимаем, что для того, чтобы быть лидерами изменений, нам необходимо в первую очередь очень серьезно вкладываться в изменение системы образования. Причем не только там общего образования, но и дошкольного образования, систему профессионального образования, высшего образования, так, ну и, конечно, само собой школы. Так. Причем менять не только материально-техническую сторону, как многие это предполагают, так, а менять и содержательную часть. В том числе, конечно, в этих вопросах мы должны очень серьезно работать по изменению подготовки наших педагогов. Уверен, что вот это серьезнейшие задачи найдут отражение в указе, который у нас появится в конце сентября по дальнейшему развитию системы образования в республике. И это послужит таким отправной точкой для выстраивания дальнейшей модели развития образования в республике Саха-Якутия, которая, еще раз говорю, позволит нам стать лидерами изменений в целой стране.